Селям алейкум, дослар! Я приветствую вас на Хырым Веб ТВ. Меня зовут Эшнайт. И хочу с огромным удовольствием сообщить вам, что мы начинаем собственное видеопроизводство. А программа, которую вы смотрите сейчас, называется Генчлер Подкаст. Поехали! Генчлер Подкаст – это новая шоу-программа в крымско-татарском медиапространстве, а также площадка, где мы покажем вам талантливых людей, представляющих наш народ. Музыканты, артисты, композиторы, саунд-продюсеры, художники, поэты и многие другие, которые активно участвуют в нашем медиапространстве, все это гости наших будущих выпусков. А сегодня нашу первую передачу мы хотим посвятить активным девушкам, дамам, которые занимают важную позицию в крымско-татарском шоу-бизнесе, чьи композиции очень хорошо зарекомендовали себя на цифровых площадках. Давайте их встретим. Это Назифе Риизова и Эмине Зиадин. Кызлар, хош келдіңіз студиямызға. Сау болыңыз, что пришли и украсили наш первый выпуск. Селям алейкум. Чок сау болыңыз за приглашение. Мы сегодня рады здесь находиться. Селям алейкум. И хотел сразу сходу вам задать такой вопрос. Вот вы такие две активные соло-певицы, и что-то вас объединило вот в этот дуэт. Как так получилось, что, имея в багаже собственные творческие композиции, двигаясь по пути самостоятельного творческого пути, вы вот слились в такой, я считаю, довольно-таки успешный проект, который не имеет дуэтного названия, конечно же, несет ваши имена в этом проекте самостоятельно, но при этом ваш тандем, он все-таки, как говорится, стреляет. Ну, я думаю, нужно сначала рассказать о нашем творческом пути как сольных певиц, и потом уже придем к нашему совместному творчеству, да? Как мы, в принципе, начали вместе петь и, в принципе, ведем всю эту деятельность. Но мы знакомы с Назифешкой давно, уже 10 лет вот в этом году исполнится. И изначально я писала авторские песни, выступала на благотворительных концертах. Назифешка занималась народным вокалом. Да, сейчас она о себе сама расскажет. Вот. И, собственно, на благотворительных концертах я и познакомилась с Назифе. Это было приятное знакомство. С тех пор мы общались в соцсетях долгое время. Ну и меня, в принципе, в Крыму долгое время не было. Я года 3 назад всего вернулась как в Крым. Вот. И совсем недавно, можно так сказать, 2 года назад, мы возобновили активно наше общение, и это все переросло вот в творческий союз. Назифе, твоя очередь. Ну, я хотела бы рассказать о своем творческом пути до того, как мы с Эминешкой начали вместе петь. Несмотря на то, что у меня нет музыкального образования, так как я выбрала для себя совсем другие профессии, благодаря судьбе я познакомилась с Гулизар Бекировой и долгое время была ее ученицей. Она мне прививала любовь к нашим народным песням, и, собственно говоря, с этими песнями я выступала на концертах, на благотворительных концертах, которых Эминешка ранее озвучила, с ансамблем Хырым, на концертах Гульзар Бекировой, Рустам Меметовой, Эльзары Баталовой. И около 10 лет была одной из солисток Мирновского дома культуры. И на одном из благотворительных концертов мы с Эминешкой познакомились, выступали там как сольные певицы. Вот, долгое время общались. И, как она уже озвучила, 2 года назад приняли решение вернуться к творчеству, так как долго не выступали обе. Вернуться к творчеству именно в качестве дуэта, женского дуэта, так как на наших площадках таких дуэтов мы, в принципе, не видели. Это было общее решение, продуманное, не просто так мы как бы пришли к этому, решению. То есть мы проанализировали, что на нашей крымско-татарской эстраде нет в принципе дуэтов таких вот долгосрочных, потому что обычно как у нас коллаборация какая-то на время, и потом люди дальше сольно продолжают свою карьеру. Вот. Мы решили немножечко отличиться. Да, и, собственно говоря, это и послужило какой-то фишкой нашей. И таким образом вот вернулись к творчеству.
Машалла, я думаю, что вы сами понимаете, что у вас получается, вы видите все-таки реакцию публики. Реакция публики Да, на самом несмотря деле на то, что вот в положительная. последнее время мы видим, что вы каждая по отдельности сделали какой-то продукт. Да, но я думаю, что это некоторое отклонение, чтобы показать, что мы все-таки самостоятельные единицы, правильно, да? Я мыслю в том направлении, и вы, соответственно, как бы тоже так. Вот мы вместе, но мы иногда можем сделать что-то отдельно, да? Вот расскажите про этот свой продукт, потому что это все-таки тоже интересно. Это отклонение от того, что вот вы делали, то, что нам знакомо, и мы видим. Чем порадовали публику? Да, мы поняли вопрос. Я записала песню, посвятила ее детям своим. Песня про... Это больше даже песня наставления, про то, чтобы они не забывали, откуда их корни, и про то, что нужно быть всегда на своей родине и любить свою родину. Вот, песню записала, она звучит на музыкальных площадках, на радио тоже играет. Но при этом мы, конечно же, движемся дальше в нашем направлении и записываем новые песни в нашем творческом дуэте. Да, это хорошо. Ну, у меня такой неожиданный проект получился с композитором Бикером Дедловским. Это было его предложение. Вот. И я согласилась, потому что мне понравился продукт. Вот. Вот и все, да, как говорится, здесь никакой тайны нету. Нет, Бекир, конечно, молодец. Он очень талантливый. Он очень талантливый, и здесь только хочется подчеркнуть, что как саунд-продюсер я с очень многими вещами его знакомился, смотрел, и я здесь хотел бы его выделить как личность, что я думаю, что этот тандем – это только положительное для вашего творчества и мне. Для меня было вообще открытие, насколько классно он поет. Я как бы не знала до этого, что он еще обладает какими-то вокальными способностями, но вот. То есть все его знают как хорошего аранжировщика, как композитора, который пишет очень красивую музыку. А тут у него такой талант, оказывается, скрытый был. Ну, это, скорее всего, намек к тому, что Бекир будет скоро гостем в нашей студии, потому что он сейчас уже начинает такую тропу от саунд-продюсера, от аранжировщика, от композитора к артисту. Ну и, конечно, здесь немаловажен ваш вот этот тандем, это очень хорошо. Мы еще затронули тему, вот буквально вы затронули, Назифе, тему народного творчества. Да. Расскажите нам поподробнее, что вот у вас там было в репертуаре, потому что я, честно говоря, не очень успел познакомиться. Я думаю, что ваши фанаты многие знают и видели, что вы делали. Поделитесь. Мы записывали народные песни. Я выступала с ними на концертах, неоднократно на телеканале АТР, тоже на утренних эфирах. На радио играли эти песни, и до сих пор они тоже есть на цифровых площадках музыкальных. Вот, в принципе, слушатели, кому нравится народная музыка, народное творчество, могут ознакомиться там. Это хорошо, отлично. И не имеет что-то в багаже с народным творчеством связанное? Я в основном авторские песни писала и с ними же выступала. Вот в 2015 году я написала свою крымскую татарку «Дочь степных полей». Она была здесь достаточно очень популярной. И вот с ней меня в Крыму узнали и приглашали очень часто. Вот. Это красивая композиция, даже на нашем канале Хырым Веб ТВ мы делали отдельный ролик. Да, и я думаю, что эта песня достойна внимания зрителей, так что если вы не слышали, обязательно послушайте «Дочь степных полей» в исполнении имени. Да, написана и на двух языках. На Зифе опять вернемся к народному творчеству. Какая из народных песен ваша самая любимая? Самая любимая «Дағларын еллары». Вы нам что-то можете сейчас исполнить буквально вот коротенькое, как говорится? Конечно. Dağlarının yolları doludur lale, dağların yolları doludur lale, yar eyledin beni deli divane yar yar, ela gözlüm yar, yar eyledin beni deli divane yar, yar ela gözlüm yar. Ey, kaşları kara, gözleri ela,
Kirpikleri sürmeli yar yar, sürmeli yar. Ben sağ olsam vermem seni elleri yar yar, elleri yar. Ben sağ olsam vermem seni elleri yar yar, dilleri yar. Ay maşallah maşallah. Sağ ol. Maşallah. Сесіңізге сағлық en Çok sağ ol. біріншіден. Мы продолжаем Çok sağ наши ol. вопросы интересные. Мы знаем, что вы в своей жизни, реальной, живой, помимо артистической, занимаетесь деятельностью. В частности, Назифе у нас юрист, как мы видим по социальным страницам. Эмине у нас учитель. Расскажите нам поподробнее, что там, какие закулисы у вас в этой жизни ежедневной? Начинай. Учителем я работаю всего 6 месяцев в общеобразовательной школе. До этого я работала только в музыкальных школах. И было очень страшно, конечно, туда пойти, потому что огромное количество детей, у меня почти 720 детей, воспитанников. Но я хочу сказать, что, к своему удивлению, мне очень нравится там работать. Потому что дети — это особый мир, от них такая энергетика положительная, они меня заряжают, я рядом с ними чувствую себя молодой. Вот. Конечно, и нервы бывают, не без этого, но все же я получаю удовольствие от своей работы. Также я преподаю частным образом, преподаю вокал, у меня много воспитанников, мы делаем успехи. Вчера, буквально вчера, мы записали авторскую песню со своей ученицей, и скоро мы представим ее на всех музыкальных площадках Кысметолса. Машалла, машалла. Машалла. По поводу своей основной деятельности хотела бы рассказать. У меня 2 высших образования, которые не связаны с музыкой: юридическое и госуправление. И поэтому какой-то промежуток времени я связала с госслужбой. У меня 10 лет стажа на госслужбе. Но буквально в прошлом году я уволилась с последнего места работы. И на данный момент я веду частную практику и все свое свободное время посвящаю творчеству. Машалла. Саунс. Опыт однозначно у вас помимо музыкального, творческого, вот этого артистического, карьерного и еще в других отраслях мы услышали. Я хотел бы вопрос сразу задать Эмине, потому что работа с детьми — это очень такой интересный, не то что творческий, это все-таки даже психологический такой момент, нелегкий. Как дети реагируют, как вы вообще вот с ними находите это общий язык? И я как понимаю, учитывая, что вы поделились новостью, что будете записывать авторскую песню, у вас некий намек, что уже в будущем, наверное, есть задумки по открытию своей вокальной школы уже в полноценном режиме, то есть даже может быть, это что-то будет по типу Именезия 1 Music School. Иншалла. Да, Да, вас есть такие мысли. Расскажите нам вот этот момент. Интересует все-таки, я думаю, зрителей. Потому что у всех растут детишки, вдруг кто-то уже планирует свою лялечку, которой всего лишь годик, уже вести на музыкальные уроки к вам. Ну, Кысметолса, да, у меня еще есть свои детишки, которые должны немного подрасти. Вот. А в будущем есть такие планы. Кысмет. Я пока готовлю почву, как говорится. Вот. Ты же даешь частные уроки. Даю, я сказала об этом, да, я даю частные уроки. У меня очень большой спрос, и у меня физически не хватает на все это время, так как я совмещаю основную работу с частным преподаванием, плюс у нас очень много времени занимает наша творческая деятельность. Вот. Да, потому что мы все-таки Ну и большой акцент, да, мы сейчас делаем именно на наше совместное творчество, потому что оно имеет спросом, да, людям нравится. Не хочется упускать этот момент. Ну, что мне сказать вам? Я думаю, что вы машалла, потому что вот в этом процессе всем, как многие мы все, пытаемся мы совместить все, и основную работу, и, как говорится, взгляд в семье, ну, уже можно так сказать. Конечно же, семья — это основное у нас у всех, и какие-то дополнительные моменты, и все мы пытаемся, как говорится, вывести в основную.
У меня следующий вопрос к вам назрел. Как вы видите будущее нашей крымско-татарской музыки? Кого бы вы выделили из сегодняшних артистов, вот начинающих, уже утвердившихся, которые, как бы, можно сказать, некоторые конкуренты вам, но вам нравится их творчество, потому что вы, наверное, свое все-таки слушаете, оцениваете, но все мы там едем в машине, на цифровых площадках любим слушать тех или иных артистов. Расскажите об этом. Ну, на самом деле, мне кажется, творчество развивается вот в направлении того, что очень много новых, да, талантливых артистов. Да. Ну, Диляра Тюкенчи, Ясмина Аракаева, Алимия Ариф, да, Фатма Джапар, я, например, ее вообще фанатка, то, что она делает, да, это мне голос. по душе, да. И их союз творческий с мужем, это что-то новое, что-то интересное, современное. Вот, я смотрю по своим ученикам, подросткам, они активно слушают крымско-татарскую музыку. Они, кстати, обожают гунеш, они поют хором. Просто это настолько захватывающе. Я стараюсь это все заснять, всегда выложить где-то в соцсети, потому что я сама от этого получаю такой заряд, что они слушают и интересуются нашей музыкой. Да, самое главное то, что она разная, и направления музыки разные. Можно отметить и ребят Османа, Авдиля и Нури. Да. Их музыка тоже на данный момент очень популярная. Вот, причем ее слушают и молодые, и молодое поколение, и поколение постарше, да. Ну, на самом деле много талантливых артистов, и это не может не радовать. Невозможно поэтому... кого-то одного выделить. Диляра Тюкенчи, не знаю, говорила я ранее, да, да, она настолько народные песни стилизовала под современные, тем самым, мне кажется, заинтересовала молодое поколение нашими старинными народными песнями. Мысль понятна, я не знаю. Да, я думаю, что зритель уловил, что вы хотели какую мысль донести. Да. Я думаю, что здесь, если говорить за Диляру, конечно же, здесь немаловажна рука сзади ее продюсера, конечно, это Наджиф, которая, конечно, да. профессионально понимая, что здесь необходимо делать, таким специалистам, я думаю, нужно обращаться, чтобы мы понимали качество, соблюдали, даже не то, что понимали, а соблюдали качество выполняемого продукта. То есть мы не должны какую-то планку ронять, мы не должны делать хуже. Вот к чему это вообще вся реплика, потому что сегодня у нас, не буду называть имя, в пространстве появились некоторые девушки, парни, которые используют ИИ-технологии. Что вы думаете по этому поводу? Я пока ничего не буду комментировать, но хочу услышать ваше мнение. Ну, на самом деле, почему бы и нет? Мы движемся в ногу со временем. Это с одной стороны, а с другой стороны, как-то уже мы общались, да, по этому поводу. Есть ли душа в этих песнях такая же, вот как заложил бы человек, допустим, если писал бы эту музыку? Но при этом, мне кажется, это неизбежно. Конечно. А за этим будущее. Каждый день все меняется. Да, это однозначно неизбежно. Единственное, вот я свою ремарочку хотел ставить по этому поводу. В чем замечание мое, как человека, который творчеством занимался, я планирую еще заниматься. Вот. Мы ждем. Да, обязательно. Я думаю, что мы поменяемся когда-то еще местами. Но появились у нас в соцсетях композиции, которые делают ИИ, и там полное нарушение нашей речи. То есть это ИИ на сегодняшний день не готово под крымско-татарскую речь. Не знаю, это очень смешно звучит. Да, это очень смешно звучит, но, к сожалению, видимо, из-за незнания языка, вот эти люди, которые это делают, они даже не общаются с вот этими профессионалами, про которых я озвучил, а у нас их достаточно на сцене. Это люди, которые в театрах работают, это люди, которые сегодня работают в ансамбле. У нас есть очень профессиональные ансамбли. Хырым, Хайтарма. Вы сами сказали, что вы работали с Гулизой Бекировой, поэтому все-таки обращение к нашим таким молодым людям. Просто перед тем, как выложить в сеть, пожалуйста, скиньте это профессионалам. Пообщайтесь вот с девчонками, девушками. На самом деле мы сами, когда пишем песни, обязательно филологам отправляем, чтобы они ознакомились. Это очень важно. Даже вот я был недавно на интервью в радиоэфире, я сказал, что все-таки во время того, как пишется композиция,
композиция, лучше сходите, проконсультируйте, скиньте трек Да, своему обязательно. текстовику, чтобы проработать Да. все моменты. Мы даже заморачиваемся по поводу диалекта. Да, и У нее произношение слов. ялыбойский, у меня ногайский диалект, я более грубее это все всегда произношу и мы постоянно спорим, как, где, что, и вот Назифе всегда отправляет на проверку филологу. Да, благо у нас есть Да, Селимешка Селимешка. Семедляева, мы ей очень благодарны, она нам и Очень помогает много подсказывает, песни да. писать, тексты песен, и проверяет, опять же, произношение слов. Да, Вот Селима здесь бы молодец. я бы Грамматически произнесла правильно. помягче, она мне так аккуратненько всегда. Да, она молодец. Да. Селиме Селиме молодец. Просто Мгм. любовь. Да. Да. Она и детям моим пишет тоже текста, кстати. Машалла, машалла. Да. Вот еще вопрос по вот этому движению всему. Вы озвучили в тексте Османа, Нури, Авдиля. Есть у нас еще другие артисты, Адиле, Риана Таркова была замечена Да, за да, этим. Риана. Да. В помеси песен с другим языком. другим языком, как вы относитесь к этому? В вашем творчестве мы не наблюдали это. Промелькивало ли у вас в голове такое сделать? Потому что это тоже очень большой эксперимент, и сегодня очень критически наши мэтры, наш народ относится к таким вещам. Ну, это не только эксперимент, это еще и большая ответственность, я считаю, когда идет такое смешение языков. Нам бы для начала научиться всем петь на нашем родном языке, а потом, мне кажется, уже добавлять туда слова, либо строчки, или куплеты на другом языке. Но это мое мнение. Но при этом это ж не просто так сделано. Это сделано, чтобы захватить Новую аудиторию, новую зацепить. аудиторию, разную аудиторию. Не работает только на нашего слушателя. Поэтому, я не знаю, тут спорный вопрос, честно Ну, сказать. опять же, Мы должны тоже крымско-татарский двигаться. язык, он же входит в группу тюркских. То Да. есть это не только Крым может слушать наши песни, допустим. Те же турки, тот же Узбекистан, Казахстан. Почему Нужно нет? расширять как-то границы, двигаться в ногу со временем, экспериментировать. В споре, как говорится, рождается Главное- истина. Да? Главное, Сейчас чтобы эксперимент был правильный. Наш с тобой дуэт тоже в какой-то степени эксперимент. Все возможно. Но я думаю, замечу, что эксперимент очень удачный, потому что Саунас. все вы видите результаты. У вас получается в этой конкуренции сегодня двигаться и развиваться, и показать себя. Саунус нам приятно. Саунас. Ну, честно сказать, мы двигаемся в каком-то собственном ритме, в собственном направлении. У нас нет Как продюсеров, чувствуем, да, да, мы продюсера нет, всегда к вместе сожалению. сообща все выбираем, подбираем, обсуждаем и как бы Нам, мы конечно, стараемся, сложно, да, но при этом мы стараемся ни с кем сами не отвечаем, да, конкурировать, за все ни на кого вопросы. не обращать внимания. Нету такого, чтобы мы кого-то там за референс взяли, послушали, и вот давай что-то свое такое же наподобие. Нет. У нас свой стиль Свое видение. в музыке, Вот в благо, одежде. что мы друг друга да, понимаем, с находим полуслова. компромиссы, если даже что-то не понимаем, да. Поэтому пока двигаемся в этом Машалла, направлении. машалла. Ну, у меня тогда на вот этом вашем диалоге возникает вопрос, какие у вас планы на будущее? Поделитесь. Я думаю, что там у вас уже как говорится, в заначке есть что-то новенькое, а зрители уже, конечно же, хотят об этом Есть. услышать. Да, есть. Секретики, Мы, конечно же, секретики. готовимся к ярмарке. Я думаю, ни для кого это не секрет. Мгм. То есть у нас две такие большие площадки, Да. на которых мы можем выступать, артисты, на которых могут Да, да. выступать. Вот, поэтому следующая песня, которую мы будем записывать, собственно говоря, она прозвучит на ярмарке. На ярмарке, и снова она не свадебная, не свадебного формата, как привыкли все. Но при этом мы вас видим на свадьбах, было, да, замечено, как говорится, Иногда не мне раз. кажется, что люди Да, не да. совсем понимают текст наших песен. Если Не бы вас, прямой да, эфир. если вас не приглашали на свадьбы, я думаю, что вы бы это, как говорится, не продвигали бы, правильно? Ну, не было бы это интересно зрителю. Да. На свадьбу нас приглашают, Аллаха шукур, мы очень благодарны нашим заказчикам. Вот. Ну, как бы свадебный вайб, он тоже имеет место быть, потому что он совсем другой, отличается от концертного, конечно же. Но при этом любой артист хочет выступать на сцене, на большой сцене, видеть зрителей, которые сидят в зале, видеть эти горящие глаза, эту энергию. А тут, конечно, совсем другое настроение на таких концертах и Другие эмоции, другая энергия. Вот буквально недавно мы выступали в Бахчисарае. И На сольном концерте на сольном концерте. Арсена Османова. Да. Да, да, Нас увидели так мы в встречал соцсетях. зритель, что просто
То есть вот эта Да. отдача зрителя, она в первую очередь заряжает самого артиста. Вдохновляет, Мгм. мотивирует. Мотивирует творить, делать, воплощать в Конечно, не жизни что-то останавливаться в новое. первую очередь. Вот поподробнее про это мероприятие хотелось бы узнать. Вы на неком разогреве, да, как я понимаю, были у Арсена Усманова? Мы Ну, были в качестве украшения. украшения, Да, правильно, Приглашенных гостей. да. Да, я Он понимаю, нас так и потом... называет. Да, машалла. Ну, это очень Украшение. как бы важно. Я думаю, что правильно, что он вас пригласил, потому что мужчина мужчины, когда присутствует женский пол на концерте, это, конечно же, по-другому оценивается. Это совсем другая аура. Да. Так что двигайтесь вперед. Сам. Ничего, Алла сам. Смитсе, в будущем, я думаю, что будет наоборот, у вас будет ваш концерт, а будет у вас кто-то из Иншалла. мужчин на разогреве. Арсен Ага, ждем вас. Разогреве на ваших концертах, да? Арсен Усманов будет разжигать концерт, а вы будете дальше Ой, уже на его. самом У него деле, есть, да, он чему просто поучиться. зажигалочка. Да, Он так насколько- разогревает. Насколько он просто заводит Зрителей, людей, да. зрителя. Мы видели, Машалла, да, он вот как бы молодец. там что-то новое не придумано, но вот это вот Тренд этот, тренд вот который этот он с за- да. телефонами, это было, конечно, очень удачно, публика оценила, все, причем я Да. даже просматривал, ну все с телефонами сидят, все Да, с телефонами подняли, все делали, как говорится, то, что просит артист, а когда вот такие ситуации происходят на сцене, вы же понимаете, что здесь важно, значит, публика реагирует, значит, она идет, правильно? Но не все артисты Ну, умеют общаться со тут зрителем. умение общаться, Да, да, правильно. иногда просто вот холодная стена, человек вышел, спел по нотам и ушел. Изначально, когда мы вот впервые выступали, у нас тоже и волнение присутствовало, мы не умели общаться, да, со зрителем, смотреть им в глаза, и казалось бы, что от этого еще больше Сейчас слова какой-то страх, забудешь тут или сейчас еще слова что-то. забудешь, да. А постепенно, с опытом, чем больше мы выступали, тем больше мы получали удовольствие от своего выступления, замечали эти горящие глаза и Ну, и плюс Вот сейчас совершенно научились другой уже уровень, по-другому да. общаться со Да. зрителем. Набирались представлять такой свои некой же песни. уверенности, правильно? Конечно, Уверенности да, уже да. теперь Чем сегодня больше у вас как выступаешь, тем больше сложившихся уверенности. артистов есть уже, то есть это Да. можно подметить. Саула у нас... Еще по поводу планов на будущее вы Да, спросили. да. Помимо того, что мы записываем песню с Минишкой, готовимся к ярмарке, у нас в планах, конечно же, есть подготовиться к нашему концерту. О, Для я не этого знала, что ты осталось- сейчас об этом скажешь. Думаю, что же она сейчас скажет? Да, так и есть. Хотим. Сметался. Иншалла организовать свой После сольный Бахчисарая концерт. Они настолько нас классно встречали, что мы сами не Мы ожидали такой загорелись. реакции, да. То есть вы уже задумываете полноценно, прям в кратчайшее ближайшее время воплотить эту идею в жизнь? Ну, в кратчайшее, В это, этом- конечно. в этом году. В этом Так что- году, да. Давайте вот есть на этом план. остановимся. Сметите. Алла Ярдымджи Олсун, Сау. это дело Сау. такое, как говорится, нелегкое, но очень ответственное в творчестве артиста, потому что артист подчеркивает, то есть есть вот эта планочка, Да. что проделана вот такая-то работа, мы сегодня уже можем собирать зал. Это очень важно, как артистам, повторюсь еще раз. Кого бы вы тогда выделили на этом фоне из зарубежных артистов, которые уже собирают большие залы и очень, конечно же, делают красивое, яркое шоу? Как вы думаете, в нашем крымско-татарском шоу-бизнесе не хватает, да, скорее всего, вот этого? Да, То есть не хватает. LED-экран однозначно, яркая подсветка, какие-то фаер-шоу, танцевальные моменты, балет. Это все часть интересного шоу. И я думаю, что сегодня у нас есть зритель в Крыму, который готов платить за такое деньги. И билет будет варьироваться, условно говоря, там, от 5 до 6 тысяч рублей. Но при этом будет это красивое мероприятие, полноценное шоу. Что вы думаете по этому поводу? Далеко не легко, конечно, организовать концерт, потому что туда столько, во-первых, затрат входит на проведение самого концерта. То есть то, что зритель может оплатить билет, как вы говорите, и он будет варьироваться, это одна история. А вся подготовка с теми же фаер-шоу и экранами, и сценой и так далее и тому подобное, то есть тот же звук, это все Ну, стоит мне кажется, нам немаленьких нужно еще денег. до этого уровня дорасти, Да. чтобы такие Чтобы такие мероприятия масштабные большие проводить концерты в Крыму. организовывать. Во-первых, качественные концерты, да, чтобы организовывать. А Ну. из мировых звезд, ну, конечно же, можно выделить и ни одного артиста, который проводит на самом деле концерты на высоком уровне. Вот взять тоже шоу, которое в прошлом году Дженнифер Лопес организовывала и по всему миру со своей программой она выступала.
И причем во многих странах выступала. Вот, что Леди говоря... Гага. Леди Гага, да. Что говоря об артистах, которые двигаются немножко в другом направлении, допустим, Андреа Бочелли. Это тот артист, на концерт которого я бы сама сходила. Мгм. Вот. Это уже немножко другой жанр, Да, другой другой репертуар, совершенно но другой. там действительно живая музыка. Не то чтобы у Джей Ло не живая музыка, просто это другой формат. Другой совсем формат, да. Да, где именно упор на вокал делается уже непосредственно, не на шоу, конечно же. Да, правильно. Я думаю, что Аллах Сметете в будущем, я уверен, будет Аллах Сметете. Главное, что вы понимаете, да, о чем я говорю, что нам это подобного формата шоу нужно все-таки в Крыму, и нам нужны вот эти вот первопроходцы, которые люди, на которые готовы это воплощать в жизнь. Ну, тут не совсем, конечно, мы будем первопроходцами. Мы ходили на концерт Рианы Тарковой в позапрошлом году, да? Он был. Да. Нам очень понравилось. Она на самом деле выложилась на все 100%. И был полный зал причем. Риана молодец, Да, он был не просто полный, люди были настолько... Тоже была живая музыка. Живая музыка была, люди настолько были вовлечены в весь этот концерт, что они прямо с места вставали и танцевали. Плюс да, у нее помнишь? такой формат был интересный, у нее не было ведущих, она сама общалась с залом, к каждой песне она какой-то подкаст она рассказывала, также был видеоряд, это было интересно, в целом Красиво это было было, как шоу красиво. Риана выглядело. молодец. Да. И я впервые на таком концерте вот у нас в Крыму побывала. Среди крымско-татарской эстрады вот Риана, она первая выделилась, вот, по нашему общему мнению. Буквально недавно еще проводили концерт Envy Band, там с оркестром. К сожалению, я не попала на него, но в социальных сетях наблюдала. Шикарно прошел. Они исполняли много очень каверов, но живая музыка была, естественно, с оркестром. И вот сама эта атмосфера, там было много свечей. Не видела это? Очень красиво постепенно было. у нас Молодцы. тоже ж есть насмотренность у молодых артистов, и постепенно мы где-то что-то пытаемся в Крым Да. привнести новое, вот, развиваемся. Воплотить в жизнь, как воплотить, говорится. да. Да, я понял, про какие мероприятия вы говорите. Это, конечно же, очень важно. Это уже ступень, шаг вперед. И самое, конечно, что греет душу, вот если, допустим, брать за мероприятие НВ, то есть формат не крымско-татарский, Да. а участвуют в нем очень многие Очень много крымские там было татарские музыканты, в первую очередь, которые именитые уже зарекомендовали себя Да, своим да. профессионализмом. Не буду сейчас перечислять, многие уже видели, слышали. Теперь давайте приступим к рубрике нашей Hot Five, или Sıcak 5, назовем ее так. Мы подготовили для вас такие 5 острых вопросов. На них можно не отвечать длинно, можно очень коротко. Раз, даже там, как просили меня перед эфиром, далее. То есть вот в этом Hot 5 Sıcak 5 разрешается сказать слово «далее». Ну, давайте. Поехали, да? Но нужно будет каждый по отдельности отвечать на эти вопросы. Не чувствуете ли вы, что одна затмевает другую? Нет, я не чувствую. Абсолютно нет. Абсолютно, да? Это Можно очень хорошо. дополнить Да. тогда сразу. В начале нашего творческого пути мы с Аминешкой договорились, что все делаем одинаково. То есть это и к записи песен относится, и к движениям, допустим, на сцене, и каких-то материальных там затрат и всего остального. Поэтому мы с ней не конкурентки, мы с ней две коллеги на сцене и подруги. Хейтеры Машалла. думают иначе. Да. Машалла. Это очень хорошо, что вы вот столько лет как бы дружите и двигаетесь. Но мы не будем отвлекаться от нашей рубрики, потому что здесь именно посыл, да. чтобы вот проверить все-таки, вот вас вывести на Реакция. чистую воду. Второй вопрос. Были ли у вас ситуации, когда вы ругались и не хотели уступать друг другу? Были, но не то чтобы не хотели уступать друг другу, мы находили потом выход из ситуации. Мы буквально сразу Быстро пытались, отходим, да? Да. Остывали быстро, как говорится, Да. отходили, вы понимали, было что буквально- это вред вашей дружбе и вашему творчеству, За 2 правильно? года это Конечно. было буквально 2 раза, честно. Вот. И мы откровенно разговаривали с друг другом, Да. мы приходили к общему мнению. Самое и главное всё, уметь да. разговаривать и находить Молодцы, это общие точки. большой положительный момент в вашем тандеме, как говорится. Третий вопрос. Когда одна делала сольный номер, про который мы говорили в начале передачи, вторая сразу в ответ делает этот сольный номер? Почему-то все так Нет. думают.
абсолютно. Да нет, у меня, если честно, эта песня лежала 1,5 года. Вот как-то захотелось ее записать. Да. А мне Бекир месяц назад предложил, и это так все спонтанно, причем я ей позвонила и сказала: Назифе. Да, мы, кстати, это обсуждаем. Да, Назифе, я буду записывать дуэт, ты не против, все нормально, никаких обид. Она сказала: да, пожалуйста, я как бы поаплодирую, рядом посижу. Все. Да. Хорошо, Сауна, за ответ. А теперь 4-й вопрос. Было ли у вас такое, признайтесь только честно, завидуете ли вы друг другу? Нет, я не завидую тебе. Нет. Нету, да, такого ощущения? Знаете, есть такая фраза хорошая: женщина женщине поддержка. Вот. Мы стараемся двигаться в этом направлении. Молодцы. Хотя постоянно, я же говорю, что вот хейтеры где-то что-то как-то пытаются в нас это заметить, но мы две абсолютно внешне разные артистки и пытаемся абсолютно не сравнивать себя с друг другом, иначе бы не было бы дуэта. Да, не было бы дуэта. Опять же, у нас были некие обговоренности в самом начале, которых мы стараемся придерживаться. Сауна, за ваш ответ. И самый горячий 5-й вопрос. Мы знаем, что вы обе замужние, семейные дамы у нас. Ваши мужья не ревнуют? К друг другу? Да, друг к другу, да. Я думаю, нет. Как раз таки к друг другу. К друг другу и ревнуют. Ревнуют, да? На самом деле, мне кажется, да. Ответы у них сейчас разбегаются, заметили? В самом начале это постоянно говорит: опять, говорит, Эмин этот звонит или Эмин, говорит, бесконечно на телефоне. Ну, конечно, мы много друг другу достаточно внимания уделяем. Вы сами понимаете, что творчество требует сил, энергии, времени. Мы и так по возможности мало видимся. Только на мероприятиях. Только на мероприятиях, да. Ну, а все остальное время это все в онлайн-режиме. И где-то, может быть, не хватает какого-то внимания мужьям. Ну, вот у нас и сейчас... включается у них вот эта вот защита, которая опять ты разговариваешь с ней. Да, опять концерт, опять ты сказала, что это последний раз, а все, и вот все, а нет. Ну, и меня все сдала. В этом и был смысл рубрики «Топ». Беш, сыджах беш, ход беш. Интерпретируйте как хотите. Сауна сказлар за вот эти вот ответы, потому что ответы были действительно каверзные, и был смысл вот понять вот это вот все-таки. Ну, я думаю, что у всех бывает, у всех это есть, все мы люди. И сейчас еще одно задание, которое мы подготовили для вас, это творческое задание. Если у нас до этого была теория, сплошная теория, разговоры, сейчас у нас практика. Давайте поработаем по практической части. Специально для вас, используя искусственный интеллект, мы подготовили каверы на ваши композиции. То есть мы их переделали, мы их максимально постарались сделать незнакомыми для вас, а вам нужно будет вот это вот свой знакомый, уже вам пропетый концертный текст наложить в эти композиции. Вы готовы к такому заданию нелегкому? Главное, не попробуем. Интересно очень. Задание нелегкое. Вы узнали, да, уже композицию? Kaç keresin aldattın, yalandan tuzak kurdun. Endi bakma bana, yalvaram, unut beni senden kaçam. Sensiz yanı dünya açam, Kobelek gibi uçam, uçam, uçam. Yalandan kaçam, yalandan kaçam. Özümden serbest duyam. Sensiz yanı dünya açam, Kobelek gibi uçam, uçam, uçam. Yalandan kaçam, yalandan kaçam. Özümden serbest duyam.
узнали, да, композицию? Да, неожиданно, конечно. Аккордеон, интересное решение. Буруя дегил мен қатырлайым Илік бақышлар титрехи ей жан Anlarını hep yürekte saklayın Eminim sen de hiç unutmayacağım Yanıma geldim atam Bu sevgili yüreklerini Temiz sayfeni açam Herkes eledi öz yolunu Yanıma geldim atam Bu sevgili yüreklerini Temiz sayfeni açam Herkes eledi öz yolunu Это что за красота? Романтический вечер в Крыму. И поехали. Olup yanasın yürekler Yakasın hiç utanma Bu hayatta sen çıraksın Yıldızlar sönse de yerler esmese de sen varsın bu alemde Bana sen gel yanıma Sevgi bizler için neden zor olsa da Bana sen gel yanıma Sevgi bizler için neden zor olsa da Zor olsa da Мне кажется, это наша любимая песня. Только наш. Догадались, да? Ergun өз ватанда нефес алмақ Туған ерде адым атмақ Инсан үшін бүйік бақыт Были яшьлар картлар бешигинден Осисini кошмак керек Барда келечегине Ана ватанында халкымыз яшасын Milli bayrağımız gökte dalgalansın Kırım'da yaşayın Hiçbir şeyden korkmayık Birlikte olayık Millet için yaşayık Kırım'da yaşayık Hiçbir şeyden korkmayık Birlikte olayık Millet için yaşayık Ana vatanımız, bizim toprağımız Ana vatanımız, bu bizim toprağımız Bir gün Kırım üstüne doğar güneş Bütün dünyada biter güreş Yürekte yanar ateş Kırım güzellikleri Esine girsin Vatan sevgisi gönlünde yaşasın Kırım'da yaşayız Kırım'da da olayık Ana vatandamız Bu bizim toprağımız Kırım'da yaşayız Kırım'da da olayık Ana vatandamız Bu bizim toprağımız Ana vatanımız Bizim toprağımız Ana vatanımız Bu bizim toprağımız Машаллах, Злар, отлично вы справились с этой практической частью, просто бомбически. Чох огромное вам, Сауна, за то, что пришли в нашу студию и не только поотвечали на такие интересные вопросы, но и сделали нам такую практическую интересную часть в виде акустики. Конечно же, ваше живое исполнение — это нечто просто невообразимое. Я думаю, что зрителям обязательно всегда нужно ходить на концерты, где выступает Назия Феризова и Минезия-1. Этот тандем должен жить всегда. Хызлар, Чох Саунас, Кельген Зачун. Наша программа просто
это площадка, которая заслужила вас иметь как первых гостей. Так что огромная благодарность вам от всей команды ХРМ Веб ТВ за то, что вы пришли к нам в студию и сегодня порадовали наш эфир. Ставлна за приглашение. Чох сагулна за доверие. Я Это думаю, что огромная это, ответственность, да, да, я быть думаю, что первой это не открывать. последний эфир, в котором мы с вами видимся. У вас еще будут новинки, и обязательно вы наши постоянные резиденты, постоянные гости нашей студии. А я хочу сказать нашим зрителям чох саун за то, что смотрите нас. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Ваша активность – это для нас самая главная оценка. Корюшкенджи! Gençler Podcast.